Сегодня 7 апреля. Село Николаевка, крайне оказывается подвержена подтоплению гидродома. Сегодня вода подошла, не подходит. Несколько раз провели, эвакуируем. Просто никаких нет. В штатном режиме. Ждем воду! Начальник полиции. Что, вы готовы, да? Да, готовы. Не совсем. Ну, сейчас чуть-чуть подымем еще. Ружье сдали, все нормально. Сдали. Настрой нормально. Мебель Да. все надо поднять. Ну, вот понимаем. сантиметров? Ну, это не знаю. Ну, мы вот столы, вон там ставим столы вот. Ага. И на столы холодильник. Может, ценное что-то забрать, может, помочь? Ну, мы это, документы забрали. Этот телевизор под самый потолок, вот и все вот это электрическое, под самый потолок. Я думаю, что ж там вода будет, что ли? Все, хорошо. До дома доходило вообще? Заходила. Вот заходила в прошлом году, вот тут 17 год, вот вода была. А тут же кухня ниже, а тут вот так где-то. И туда тоже заходило? Да, ну 20-15 сантиметров. В связи с паводковыми ситуациями автодорога Р-59 сообщением Рощинская-Корнеевка временно закрыта. Установлены посты, где сотрудниками полиции осуществляется круглосуточное дежурство. Уважаемые жители Соболянского, Зеленогайского, Тихоокеанского, сельского кругов, в результате скопления талых вод вблизи села Жавраин, что привело к разрушению моста, на данный момент автодорога между селами Зеленогай, Тихоокеанская закрыта. Я участковый инспектор полиции Кирово-Сельского округа, капитан полиции Данияров. Хочу вас проинформировать о том, что на участке дороги Кирово-Ясная Поляна, вблизи села Ясная Поляна, ограничение движения для грузовых транспортных средств в связи с тем, что было вскрыто дорожное полотно и положен